В аптеках в ближайшее время появятся лекарства, которые пропали с полок из-за повышенного спроса. Обеспокоенные пациенты решили запастись впрок, однако никаких перебоев с поставками не предвиделось и не будет. У производителей и дистрибьюторов нет изменений в работе. Об этом заявила глава Росздравнадзора. 80% препаратов из перечня жизненно важных производится на территории нашей страны. В то же время импорт лекарств в условиях санкций продолжается. Параллельно правительство России принимает меры по реализации программы импортозамещения препаратов и медицинских изделий. Ольга Коняева продолжит. Росздравнадзор плотно взаимодействует со всеми игроками фармрынка и не видит никаких рисков. Это если кратко о ситуации с лекарствами в стране. Крупнейшие производители и дистрибьюторы работают в плановом режиме. Благодаря специальной системе мониторинга Росздравнадзор отслеживает движение препаратов от производителя до потребителя и с точностью до учреждения может определить, где и сколько в запасе. Лекарства есть на складах, проблем ни с производством, ни с поставками нет. Пропавший из аптек эльтероксин – это явление временное. Этот гормональный препарат для пациентов с заболеваниями щитовидной железы некоторым прописывают пожизненно. Он необходим как воздух. Годами количество людей, покупавших эльтероксин, было неизменным. Но сейчас раскупили все аптечные резервы на несколько месяцев вперед. Нужно время для новой поставки препарата. Мы опять-таки провели мониторинг и констатируем, что количество эльтероксина, которое было продано в России в аптеках в первую неделю марта, увеличено в 10 раз, во вторую неделю марта в 5 раз. То есть это говорит о некотором ажиотажном спросе. То есть пациенты, которые принимают его постоянно, просто делают себе запасы. Но мы хотим сказать, что у дистрибьюторов и у производителей, более того, есть российский производитель эльтероксина, проблем с производством и с запасами нет. И буквально в ближайшее время лекарственный препарат в полном объеме будет поставлен в аптечную сеть, и все потребности будут удовлетворены. Та же ситуация и по другим лекарствам. Медикаменты производятся и отгружаются даже в больших объемах, чем в 2021 году. И в связи с сокращением экспорта наших препаратов в другие страны появился еще и резерв. Фармацевтическая отрасль в нашей стране стремительно развивается. Уже 80% препаратов из перечня жизненно важных, это 800 наименований, российского производства. Теперь это именно полный цикл. От сырья тоже отечественного и до упаковки. Качество не уступает, а порой превосходит зарубежные аналоги. Препараты, которые у нас есть в аптеках, 90% из них получаются методом химического синтеза. И здесь самый главный параметр – это чистота препарата. И здесь мы с уверенностью говорим, что все наши производства работают в формате GMP, то есть это лучшие практики производственные, и эти препараты чистые. Около 10% препаратов – это препараты биотехнологического происхождения. И тут следует отметить, что наша страна зарегистрировала самое большое число препаратов биотехнологического происхождения, которые только есть в мире. То есть здесь у нас и собственное производство есть, и наши разработки, они превосходят существующие аналоги. Называть можно много препаратов. Это препараты против ВИЧ, против гепатита. У нас есть ряд противоопухолевых препаратов, которые не уступают. Отечественная компания «Геофарм» выпускает практически весь ассортимент инсулинов и другие жизненно важные препараты. Это третий по объемам поставщик в России. С учетом новых условий компания перестроила почти всю логистику, перепроверила поставщиков, чтобы обеспечить бесперебойную работу завода. Пока предприятие работает не в полную силу, его расчетная мощность позволяет на все 100 обеспечить страну инсулином. И кроме того, поставлять еще и на экспорт. Дефицита инсулина в России точно не будет. Поддержка наших фармпредприятий в приоритете. Мы уже имеем возможность обеспечить треть сейчас, прямо сегодня. И достигнуть эту долю до 100% мы можем довести в ближайшие несколько месяцев. То есть с точки зрения обеспеченности наших пациентов инсулинами я вообще никакой проблемы не вижу. Одна единственная задача, которая стоит у государства сейчас, сделать реформу ценообразования, которая обеспечит, с одной стороны, стабильность поставок, минимальную рентабельность производства. Ни один иностранный производитель не отказался поставлять медикаменты в Россию. Китай и Индия без проблем продолжают сотрудничать. Есть трудности с логистикой препаратов из Европы. Но и это решаемо. Впрочем, это вызов для страны. Уже анонсирована программа развития отечественной фарминдустрии. Акцент на науку, инновации и замещение импортных препаратов. Ольга Коняева, телеканал Юрган.